Так, все, съемочка пошла. Так, это у нас улица Голицына. Смотрите, вот она оттуда начинается и проходит, ну, вот по верху поселка получается. По верху поселка, вдоль нее отельчики вот такие вот, всякие разные базы отдыха. Вот даже предлагают отдых в деревянных срубах. Ну, машинами все заставлено. Конечно же, все машинами заставлено. Кошки. Кошки, тут царство кошачье, вон кошка. Смотрите, плитка еще советик. Советский Союз. Made in. Лежит. Хотя, конечно, уже она так неровненько, но она так сильно не разбилась. Вот люди гуляют. Сегодня денек хороший такой. Облачка небольшие, но в принципе это и хорошо. То, что сильно не жарит. Эти улочки. Машины не ставить. Написано вот здесь. И тут специальная вот такая парковочка, видать, для своих. Сдается жилье, здесь тоже сдается жилье. Везде все сдается. Голицына 8. Вон там постирали свои вещи, лежат они таким вот образом. Так, машин вообще, если учитывать, что сейчас июнь месяц, их довольно много. Так, вот туда вниз спуск. Ну, мы идем вон туда, в ту сторону. Нам туда надо. Так, ну вот еще дальше есть свободные номера. Магазины с этой стороны. Рыба, овощи, фрукты, крымские сладости. Магазин Велес. Сейчас уже здесь картами можно расплачиваться вполне нормально, поэтому как бы можно с собой наличность не брать. Ну, наличность все равно надо, как бы, да, но не в таком объеме, как, допустим, как раньше. Это, то есть во всех магазинах расплата, значит, по карте. А наличка вам потребуется где-нибудь в автобусе, там проезд, такси или еще где-то, где ее не принимают, возможно. Смотрите, это такой магазин Голицына. Прикольно так сделали, такой забор у него. Ё-моё. Новый цвет вон там вывеска. Винный дом Мускат. Так. Натуральная крымская косметика. Так, креветки. Вот здесь автостанция, поэтому здесь люди сидят. Кофе, пиццерия. Здесь вот можно посидеть, подождать. Магазины полно. Тут магазины. Вот этот старинный какой-то можжевельник. Сколько-то ему 1000 лет, я не знаю. Ну, мне, по крайней мере, так говорили. Храм святителя Луки. Вот в этом направлении. Магазин Сокол. Вот он. Вот он. Вот он тут. Так, что-то там колотят. А, баскетбол. Или что? Ну, а мы сюда шлепаем вот по этой дороге. Дом-музей Голицына, ЛС. Вот указатель стоит. Магазин Новый Свет. Вот, там где-то. Ух ты, смотрите, какой камень здоровенный. Вот это вот можжевельник, все. Можжевельник. Смотрите, какой здоровенный камень. Что такое тут? Его положили
односельчанам и воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Понятно. И здесь, в этом месте, находится, смотрите, там, сейчас пройдем. Братская могила советских воинов жертв фашизма 1941-1942 года. QR-код. И вот такой вот памятник. Мемориал. Вечная слава воинам-освободителям, павшим в боях за родную землю. Так, дальше. Тут вот лавочки с этой стороны. Смотрите, вот такие лавочки. А здесь впереди храм святителя Луки. Вот он, там купола видно. Мы, наверное, вот сюда пойдем. Сейчас по этому парку пройдемся. Посмотрим. Как чего. Дорога вниз идет. Сейчас мы как бы будем спускаться. Столовая фирменная. Там где-то указано. Вот тут даже сдам жилье на 2 человек, пожалуйста. Такие у вас условия там. Все лежит, висит, сушится. Можжевельник. Дышим чистым экологическим воздухом, фитонцидами пронизанный множество. Поэтому вот у кого бронхолегочные, какие заболевания. Вот смотрите, какое дерево интересное. Бронхолегочные, еще какие-то. Вот сюда надо ехать обязательно и лечиться. Вот эта ходьба, она... пальмочки какие. Видали? Она только благотворна. Сначала вам, конечно, будет тяжело поначалу перемещаться, как бы, да? Но постепенно вы привыкнете, и вам уже это будет легко. Таким образом вы оздоровитесь. Ну, конечно, все надо в меру своих возможностей, без особого напряга все это делать. Вот тут смотрите, прикольно. Посадочки такие людей. Там клумбочки, цветочки выращивают. Вот туалет здесь прямо. Такие условия спартанские, как бы, да. То есть, если вам надоело всю зиму, там, как весь год, в супер условиях таких эксклюзивных. Вот что тут дерево какое. Эксклюзивных в туалете можете вот арендовать такое скромненькое жилье и удобственно не на улице, так сказать, спокойно там пожить, восстановить свою энергию, баланс сил, таким образом оздоровиться. У нас оздоровление это гора Сокол с этой стороны. Ой, как хорошо. Сейчас 11 часов, в общем-то, но особого такого пекла не чувствуется. Так, указатели на магазины. Люди там сидят на лавочках, отдыхают, мороженое кушают. Тут мы видим тоже, вот продают фруктики, типа мини-рыночка такого, уже ближе туда к спуску. Персики разные. Вот видите, в том числе детские надувные штуковины, зонтики пляжные, всякая шляпа. Ну, то, что надо вам для того, чтобы загорать. Сувениры, опять же, брелки. Ох, тут какая, смотрите,
кафе с таким видом шикарным. Так, ну мы приближаемся уже. Вот, смотрите, сколько чаев всяких. Подушек с лавандой, еще чем-то. Так, тут людей-то много у нас. Вон, режим столовая Спрут называется. Вот это вот. Спрут столовая. Смотрите, с каким шикарным видом. Вот спуск. Ну вот, киска для нее здесь, видите, поставлена вода, водичка, вот она пьет. Так, все. Здесь пеките печи, кофе. Так, и выходим. Чебуреки. Вон чебуреки, видите? Здрасте. Предложения разные. Так, во. Лучшие экскурсии предлагают. Зазывало здесь множество. Но мы их всех пропускаем, потому что мы идем сейчас на тропу. Там я отдельным видео сниму это. Как мы шли. Ну а тут уже... Так, нам как? Лучше давайте посюда пойдем. По этой части. По той нижней там магазинов много. Туалет без масок нельзя. Цепочка от машин, чтобы не проезжали. Магазин крымское мороженое. Так. Уже такая баннер такой ветшалый. Дом-музей знаменитого князя Голицына. Но туда надо выше идти. Можно, кстати, посетить его. Ароматы Крыма. Ну, все вот это вот. Все это. Магазин, завода, вот туда выше указатели, все. Так, короче, что я тут вижу? Тут вот эту дорогу они заасфальтировали. О, магазин Новый Свет. Прямо его вниз перенесли. А раньше тут надо было, чтобы что-то купить туда наверх, где сам завод, туда идти. Ну, сделали здесь все для отдыхающих. Здесь внизу. Так, ну и что? Мы проходим сюда. Сюда идет. Так, все. Вот эта дорожка у нас идет в сторону тропы Голицына. Музычка в кафе прикольная, спокойная. Здесь вот расписаны все стены какой-то мазней непонятной. Можно было нарисовать красивые какие-то картины, дать художникам тематические вот про это вот, про это место. А тут они списали вот этим закорючками. Что только испоганили. Я так считаю. Ну и все. Вот открывается у нас море здесь. Море. И вот сюда уже непосредственно эта тропа. Предлагают романтические прогулки за 2000 на лодочках вот этих вот. Опять на лодочке, да? Вот по этим лодочкам. Ну и сейчас мы... Так. Смотрите, какой вид отсюда открывается. Вот там вот вдалеке Судак. Он через эту Судак. Гора Сокол. Ну и все, мы причапали. Получается. Солнышко так хорошо начинает подпекать. Но ничего страшного, ветерок небольшой есть, поэтому ничего страшного нет. Так, сейчас мы тут присядем, немножко отдышимся и пойдем.
Вот эта тропка. Здесь вывеска. Такая вот карта, схема экомаршрутов. И здесь вот тропа Голицына. Так. Всякие штуки продают. Ну, а мы сюда присядем. Так, ну тут прошли мы эту тропку, по сути дела. Вся вот вокруг горы это орел у нас. Вот так вот она. Ну, легко, в общем, преодолевается. Поэтому ничего страшного. Смотрите, что тут у нас происходит. Людей сколько. Вот этот царский пляж. Там, видимо-невидимо людишек. Просто с ума сойти, сколько их. И лодок только тоже тут видимо-невидимо. Смотрите, сколько. А здесь, смотрите, сколько людей. Вот фоткаются все. Ходят, приходят, уходят. А лодок с ума сойти. Смотрите, сколько. Они каждую минуту, по-моему, причаливают. Здесь вот купание. О, видели? Прыгнули. Типа купаются. Ну, все они в этих спасательных жилетах. Поэтому не утонешь, как бы. А тут такая хорошая водичка, чист. Кто-то не прыгает, кто-то прыгает. Виск поросячий. Слышно, да, вам? А вон там царский пляж. И каждые минуты 2-3 лодка приезжает сюда. Сидят, отдыхают. Вот мы скапчик. Ну, вот тут присядем, посидим немножко. Выход с тропы Голицына. Ну, там несколько направлений. На Корову, потом на Царский пляж, потом направление. Или на этот мыскапчик. Ну, а мы уже как бы пришли, оттуда вышли, поэтому идем в село. Поселок, село. Ой, хорошо, как я прогулялся сейчас. 2 дубля у меня, короче, получилось. Видоза по тропе Голицына в общей сложности где-то с час, я так предполагаю. Вот здесь сувенирки, книжки, ложечки, еще что-то продают. Смотрите, кстати, можжевельник, ягоды, да? Вроде бы как. Или что это? Тут тоже боярышник или шиповник. Какие-то интересные вещи растут. Крым, сердце земли. Смотрите. Сердце. Крым, сердце. Ну да, он действительно как сердце выглядит. Поэтому за него и бьются люди. Вот. Поэтому за него и бьются. Что на сердце? Так, а нам сейчас либо можно вот в этом направлении, либо в этом. Сейчас собачка. Чья собачка-то? Здесь вот в этом поселке небольшой такой сектор, каменные дома. Интересно, еще какие-то хрущевки, что ли, крупноблочные строительство, блочное. Сколько здесь недвижуха-то стоит, а? Мне просто интересно. Сдается. Тут сдаются. Ну, видать, тут большинство этих квартир под сдачу во время сезона. Зачем же еще, да? Если тут можно сделать хороший, поднять хорошее бабло. Смотрите, и везде кушки. Сдам. Но это чья-то, видать, зона. Под машину не ставить. Вот так вот делают. Чтобы не ставили. Режим работы. Амбулатория вот здесь вот сельская. Вот здесь вот.
Продается трехкомнатная квартира. Телефон 7 978 87 15 622. Вы можете позвонить, окупить от цены. Там, наверное, миллионы миллионов, да? Я так предполагаю. То есть, если у вас здесь еще с советского времени есть жилье какое-то, вы его здесь продаете, и потом можете где-нибудь везде, видите, да, везде сдача жилья, везде розы. Вау. Розы везде, здесь тоже розы. База жилья онлайн, телефоны. Это бизнес, поэтому все тут исписано этими. А это что такое? Ух ты, смотрите, какой домик. Вот в этом, наверное, в летнее время живут сами владельцы жилья. А свою квартиру, напитки, кофе. Оникс. Там дом какой. 4 или 5 этажей. Люди с пляжа идут, видим. Берут коктейли. Триакс. Хорошо, замечательно. Так, вот мы дошли до рынка. Здесь рынок. Лицам до 18 лет вход запрещен. А, вот здесь солнечная долина. Это сделали Массандра. А вот там продукты. Продуктовый магазин. Свежее мясо, говядина. Всякие восточные сладости. И вот здесь вот рынок. Вот он рынок. Небольшой рынок. Вкусняшки, напитки. Сдам жилье. Там он что-то продает. Всякую химию, канцтовары. Ну и здесь вот эта улочка, которая идет к дому музея Голицына. Или вот туда. А нам надо пройти вот сюда. Здесь раньше вроде бы как переход был. Сейчас не поймешь, что здесь. Сегодня, кстати, понедельник, 14 выходной день по России. А я внимательно писал. По России выходной день. А ты, вот столовая СССР здесь. Такая ретро-столовая. Ну, я в прошлый раз там был, мне страшно не понравились стаканчики. То есть они вообще вот такие, крохотные, не знаю, там 50 миллилитров, что ли. Храм Святого Луки, святителя Луки. Храм открыт с 8 до 18, расписание. Сейчас как раз обед, час 15 сейчас времени. Час 15. Ну, тут гулять вообще замечательно. Но, конечно, во время не летний сезон. Детская площадка такая какая-то убогая. Вообще. Еще одна. С какими-то зайцами, бегемотами. Так, как нам тут пройти вот посюда, да? Темпа. Сейчас ускорим темп. Да, уже в принципе не так и ходить уже сложно стало. Поначалу-то как бы, когда ходишь, тяжело все это вот. А сейчас мышцы подкачиваются и уже, ну, я говорю, вот так вот, дня 3-4 походить, и потом вы уже спортсмен. Вам уже вот эти препятствия уже не препятствия. А это и хорошо. Кстати, местные жители вот здесь живут, они вынуждены вот в таких условиях жить, работать целый год. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Ходить. Вот люди идут все отдыхающие.
Мекка туристская. Так, а здесь мы видим, это у нас автостанция здесь. Вот здесь автостанция, и здесь люди стоят. Люди стоят, ждут автобуса до Судака. Это кошмар просто какой. Этим автобусом ехать, там такая давка жуткая. Голицыно. Дело бронирования. О, винный дом Мускат. Новый свет. А, тут я уже снимал же, да, вам эту улицу. Правда, я шел в том направлении. Это единственная улица, по-моему, здесь. Льва Голицына. Она идет вон оттуда, где вот это большое высотное здание стоит. Гостиница «Новый свет», гостиничный комплекс. Там вот это вот здание 12-этажной постройки, или 13 даже. Плюс еще куча домиков. Ну ладно, на этом